Рахмат, спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совета нашего, дамы и господа, прежде всего еще раз искренне приветствую уважаемого Владимира Владимировича, всех членов российской делегации, присутствующих в этом зале, руководителей и представителей регионов России. Добро пожаловать в Узбекистан. Хош келипсиз Узбекистанге. Как я сегодня уже отмечал, мы высоко ценим, что один из первых зарубежных визитов после переизбрания вы, уважаемый Владимир Владимирович, совершаете именно в нашу страну, именно Узбекистан. Это говорит о вашем особом внимании и поддержке расширения узбекско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Я еще раз хочу сказать, что это особое внимание к Узбекистану и, самое главное, многонациональному народу Узбекистана. За это огромная благодарность и спасибо. Могу с уверенностью сказать, что ваш государственный визит в Узбекистан стал поистине историческим событием, открыл новую веху в многогранном сотрудничестве. Сегодня, уважаемые товарищи, мы в ходе плодотворных встреч с уважаемым Владимиром Владимировичем мы предметно обсудили обширную повестку сотрудничества и наметили конкретные шаги на перспективе. Переговоры показали наш общий настрой и стремление расширять и укреплять полномасштабное партнерство в интересах наших стран и народов. В этом контексте мы придаем особое значение дальнейшему развитию межрегионального диалога, его наполнению новым практическим содержанием. Уважаемые члены делегации, главы регионов, 6 лет назад мы вместе с Владимиром Владимировичем запустили механизм взаимодействия регионов двух стран, который на деле показал свою востребованность. Отмечу, что такое сотрудничество отличается высокой результативностью и способствует расширению долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Россией. В этой связи хочу поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за поддержку предложения о трансформации форума Совет регионов под нашим председательством и проведении его первой встречи в рамках программы государственного визита. Рад, что сегодня в этом зале вместе собрались руководители порядка 30 российских регионов и их узбекские коллеги. Здесь также присутствуют представители ведущих промышленных предприятий и бизнеса двух стран. Многих из вас я знаю лично, мы неоднократно встречались, говорили, спорили, но все равно мы всегда при наших встречах мы приходим к результату положительного решения, о котором было сегодня в маленьком фильме, но очень большое, много сделано за короткое время. С начала этого года наши контакты развиваются особенно активно. На прошлой неделе делегация всех регионов Узбекистана посетили партнерские регионы в России. Ранее в апреле ставшей традиционной выставкой «Инопром» в Ташкенте участвовали более 2000 делегатов из 65 субъектов Российской Федерации. Были достигнуты договоренности о сотнях новых проектов кооперации. В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов. Кроме того, регионы подготовили новый пакет соглашения на сумму 5 миллиардов долларов. Хочу обратить внимание участников Совета на то, что в ходе состоявших переговоров мы с уважаемым Владимиром Владимировичем установили новые амбициозные ориентиры сотрудничества на перспективу. Это выход на товарооборот 30 миллиардов долларов в ближайшие годы и освоение инвестиций в объеме до 10 миллиардов долларов уже в следующем году. Это большая задача, но я думаю, я уверен, как
бывший долгие годы работающий губернатором. Я думаю, губернаторский корпус с этим справится. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество, я и на расширенном сказал, если мы не будем мешать губернаторам, а будем оказывать содействие и помогать, результат будет больше этого. Я в этом убежден, и Владимир Владимирович в этом меня абсолютно поддерживает. Хочу обозначить следующие приоритеты межрегионального сотрудничества. Первое – дальнейшее наращивание взаимной торговли. За последние 7 лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос 2,5 раза. Самое главное, качественно меняется структура взаимных поставок, прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. В этот процесс активно вовлечены регионы, в том числе наши основные партнеры, города Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская область, Краснодарский, Пермский край, Башкортостан и многие-многие другие. Сегодня приняты планы мероприятий по увеличению товарооборота за счет проектов кооперации и импортозамещения, прежде всего с активным подключением регионов. В ближайшие месяцы мы намерены открыть полноценное торговое представительство Узбекистана в России для поддержки таких проектов. Второе. Расширение масштабов промышленной кооперации. Россия является ведущим инвестиционным и технологическим партнером Узбекистана. У нас успешно работает более 3000 российских компаний. Сегодня мы реализуем проекты во всех ключевых отраслях, в том числе в энергетике, химии, нефтехимической отрасли, машиностроении, сельском хозяйстве, логистике, текстильной, пищевой промышленности и других отраслях. Расширяет масштабы индустриальной зоны Химград Ташкентской области, запущенной с партнерами из Татарстана с филиалом в Джизакской области, о котором на расширенном заседании Владимир Владимирович особенно отметил. Общий портфель совместных проектов уже превышает 45 миллиардов долларов. Это далеко не предел. В рамках нынешнего саммита достигнуты договоренности по новым проектам кооперации еще на 20 миллиардов долларов, четверть из которых, как я уже отмечал, приходится на регионы. Среди них высокотехнологичное производство полимеров в Хорезмской области, металлургический завод в Каракалпакистане, газоперерабатывающий комплекс в Кашкадаринской области, промышленные парки в Бухарских и Наваистских областях. Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России. Уверен, что руководители регионов двух стран подготовят такие проекты в рамках деятельности нашего Совета. Третье. Расширение сотрудничества в области сельского хозяйства. Развитие тесного практического взаимодействия отвечает общим интересам и нацелено на обеспечение продовольственной безопасности в наших странах. В настоящее время ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодовочной продукции в Россию. Наши крупные сельскохозяйственные предприятия и агрокластеры заинтересованы также в совместном развитии оптово-распределительных центров в России и выращивании сельхозкультур с дальнейшими поставками в Узбекистан. Коллеги уже мне докладывают, утром у меня наш премьер-министр тоже присутствует, он мне доложил, что многие регионы уже дали свои положительные решения со своими коллегами с Узбекистана. Эти вопросы будут решаться и найдены положительные решения. Важно на уровне регионов проработать вопросы реализации этих проектов на взаимовыгодной основе. Четвертое. Намерение совместно развивать инструменты поддержки и финансирования проектов регионов. Мы этот вопрос также обсудили в ходе переговоров.
в ближайшее время начнет работать совместная инвестиционная платформа с начальным капиталом $500 миллионов. Пятое. Особое внимание мы уделяем расширению культурно-гуманитарного сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане успешно действует 14 филиалов. Мы сегодня подписали еще один 15-й филиал Баумана. Я думаю, что это филиалы ведущих российских университетов, в том числе Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты в Ташкенте, Университет науки и технологий МИСИС в Алмалыке, Казанский федеральный университет в Джизаке и многие-многие другие. Договорились об утверждении в нашей стране филиалов Московского государства, как я сказал, Технического университета имени Николая Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. Ведется активная работа по созданию центров развития передовых знаний и компетенций. Кроме того, сегодня были приняты программа культурного обмена на ближайшие 3 года, в которой предусмотрено проведение совместных мероприятий в регионах наших стран. Еще одно направление, на которое хотел бы обратить внимание, это увеличение туристического потока. За последние несколько лет количество российских туристов в Узбекистан увеличилось в 5 раз. Наряду с Самаркандом, Бухарой и Хивой востребованы маршруты в Коканд, Фергану, Наманган, Карши и многие другие города Узбекистана. Одновременно растет интерес к турпоездкам в крупные исторические города и центры регионов России со стороны граждан Узбекистана. В этой связи нужны новые совместные программы и туристические продукты. Здесь очень большой потенциал. Тем более все наши крупные города связывают регулярные авиасообщения. Руководители регионов, дорогие друзья, за последние годы совместно проделана большая работа по развитию полномасштабного партнерства между Узбекистаном и Россией. Вместе с тем следует признать, что потенциал и возможности сотрудничества регионов не задействованы даже наполовину. Это факт, о котором сегодня меня и премьер-министр, и сами руководители регионов рассказали. На самом деле много вопросов надо решать, а мы будем их решать. И если мы потенциал будем реализовывать каждый год, наращивать все, что мы намечаем, я думаю, результат будет очень большой и весомый. Нужны более активные усилия обеих сторон, более серьезная совместная работа, нацеленная на достижение конкретных результатов. Именно поэтому мы с уважаемым Владимиром Владимировичем решили лично возглавить Совет регионов. Мы договорились, что будем всемерно поддерживать ваши контакты и обмены, ваши инициативы и ваши проекты. Правительства 2 стран во главе с премьер-министрами в рамках совместной комиссии возьмут на особый контроль продвижение каждого проекта и каждой программы межрегионального взаимодействия. Будет принята отдельная дорожная карта. В заключение хочу пожелать всем вам больших успехов. Ждем от вас конкретных предложений на очередном заседании Совета. Благодарю за внимание. С удовольствием хочу предоставить слово Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо большое. Уважаемый Шавкат Мирамонович, дорогие коллеги, друзья, нам очень приятно, когда я говорю «нам», имею в виду и себя, и президента Узбекистана. Мы сейчас шли сюда и об этом говорили. Очень приятно видеть в этом замечательном зале столько ответственных людей, от которых зависит принятие решений не только по отраслям, но и в региональном измерении. Потому что от вашей эффективной работы в значительной степени будет зависеть общий успех нашего, безусловно, благородного дела, направленного на развитие отношений между Узбекистаном и Россией. Совет регионов России и Узбекистана, несомненно, будет учитывать позитивный опыт, наработанный за годы проведения форума регионов 2 стран.
Главное, чтобы новый формат отличался не только названием, но и по существу. В частности, уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств. И мы вот так сделали по предложению президента Узбекистана, что, по сути, совместили и визит, и такую работу представительной делегации правительства Российской Федерации в Ташкенте, и совещание руководителей регионов. Регионы действительно играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений. На заседании Совета в Ташкенте собрались представители из самых разных регионов, 22 российских губернаторов и 14 узбекистанских хакимов. Главы министерств, ведомств, законодатели, представители бизнеса, научных и общественных кругов. То есть те, кто на практике реальными делами развивают добрососедские российско-узбекистанские отношения, включая их торгово-экономическую составляющую. Повестка Дня Совета регионов весьма обширна. Она включает актуальные темы, такие как углубление промышленной кооперации, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, внедрение инноваций и цифровые технологии. Отмечу, что в общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, команд управленческих регионов, деловых кругов, сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает все больше участников. Постоянно расширяется и дополняется договорно-правовая база межрегионального сотрудничества и взаимодействия. В активе несколько десятков соглашений между правительствами регионов двух стран. К подписанию в рамках Совета подготовлено еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных в том числе на развитие взаимной торговли и инвестиций. В ходе состоявшихся у нас с Шавкатом Миромоновичем переговоров с удовлетворением констатировано, что двусторонний товарооборот уверенно растет. В прошлом году он увеличился до почти 10 миллиардов долларов. И вот сейчас коллега мой только говорил, сколько предполагается подписать контрактов, на какие суммы, какие инвестиции. 45 миллиардов, вы сказали, долларов в долларовом эквиваленте. Но, безусловно, это даст очень хороший эффект, толчок к развитию наших торгово-экономических связей. Стремительными темпами развивается электронная коммерция. Так, по итогам 2023 года совокупный объем торгуемый на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил 418 миллионов долларов. В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс «Озон». На узбекистанском рынке уже работает более 3000 предприятий с российским участием. Шавкат Миромонович тоже только что сказал об этом. Это каждая пятая из действующих в стране компаний с зарубежным капиталом. Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, совместно создается специальный инвестфонд. Тоже только что было сказано об этом общем объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов. Средства выделены, подготовлены. Сейчас только технические остались детали. В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики. В апреле в Ташкенте с успехом прошла 4-я международная промышленная выставка «Иннопром». Центральная Азия. В ее рамках многие субъекты Российской Федерации представили экспозиции свои, посвященные совместным проектам с Узбекистаном. Таких проектов много. Например, компании из Татарстана помогают модернизировать систему теплоснабжения в Ташкентской области, оснащать медицинские вузы Узбекистана специализированным оборудованием. Я вот был
в Татарстане, смотрел, что и как там производится. На самом высоком уровне медоборудование производится. Действительно, можно этим гордиться. И это хороший партнер для Узбекистана. Предприятия Ивановской области закупают высококачественное узбекистанское сырье для производства хлопчатобумажной продукции и текстиля. Челябинская область поставляет автоматику для нефтегазовой отрасли республики. В свою очередь, компания Новосибирской области экспортирует в Узбекистан горнообогатительное оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов и золота. Ростовский Россельмаш организовал на территории Узбекистана сборочное производство сельхозтехники. Российские комбайны, выпущенные на узбекистанских заводах, крайне востребованы и на рынках третьих стран. Многоплановый характер носит наше региональное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Ежегодно с участием регионов проходят музыкальные фестивали и концерты, театральные гастроли, организуются кинопоказы и музейные выставки. Доброй традицией стало проведение взаимных дней культуры. В частности, в нынешнем году состоятся Дни Москвы в Ташкенте. Кроме того, планируется открытие в столице Узбекистана торгового дома Санкт-Петербург. И, естественно, сотрудничество по линии регионов дает дополнительный импульс развитию туристических обменов между двумя странами. Турпоток в прошлом году вырос двукратно. 1,2 миллиона поездок. И россияне с удовольствием посещают исторические и культурные центры Узбекистана. Самарканд, Бухару, Хиву. Ну и Ташкент развивается такими темпами. Такой город становится, он и был хорошим, конечно, но с советского времени, конечно, мы понимаем, очень много нужно было сделать. И президент уделяет этому огромное внимание. Мы сейчас только посещали парк Победы, но вот я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент. Ну и в заключение еще раз подчеркну, что у российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества и взаимодействия самые широкие и многообещающие перспективы. Мы же с президентом Узбекистана будем поддерживать ваши конструктивные инициативы и новые совместные проекты. Я от всего сердца хочу пожелать участникам заседания Совета успехов и хороших результатов. Уверен, они, безусловно, будут. Спасибо.